энергия тянем вверх, и живот назад идет. 9 раз нужно повторять. Вместе сразу начнем. Следующий Арахам. Это из Индии, который я учился, там у нас учили. Арахам. Так, для мужчин, но женщины тоже могут делать. Лам, лам, лам. Вот как начинаете, простатита не будет. Сокращаться мышцы тазового дна. Вот смотрите. Лам, лам, лам. Чувствуете? Дальше слово У. Это при заболевании почки. Так. Можете встать тогда. Вот смотрите, чтобы у вас был нормальный немножко тонус, все равно мы сидим, вы видели позвоночник, он давит. Вот держите прямо над уровнем пупки и поднимите вверх. Вот так, потяните себя. Вверх потяните. Раз, второй раз, выше пупка держим опять. Вот у меня уже хруст. Один пошел вверх. Следующий на уровне вот сердца держит и опять. Сильно. Вот сидите около компьютера, работаете, вот хотя 3-5 раз начинаете делать, и поворачиваемся назад, вот смотрите, самомассаж. И вот 2 пальчика держите за ушной раковиной, и вот такие движения. Сразу кровоток усиливается. У нас в Таджикистане называется гушмолак. Вот это держите уши вот так. 10 раз вперед, 10 раз назад. Потом назад. Опять. Ну, уже чуть-чуть тонус пошел. Спасибо. В общем, смотрите, самые простые, вот при Советском Союзе в 1977 году у нас в республиканской больнице 12 часов инструктор по лечению физкультуры был. Все врачи, медсестры в коридоре. 15 минут мы занимались различными упражнениями. Вот сейчас много людей сидят у компьютера. Это уже моя методика. Каждый час идете, воду берете вот так. И открытыми глазами держите 1 минуту. Потом приходит, у вас уже ясно видит глаза. Если периодически вы начинаете вот так делать, быстро идет восстановление печени. Ну, чтобы у вас зрение было нормально, ну, мы сейчас все много говорим, я тоже не выполняю, потому что много читаю, уже потребность такой. Тем более я редактор газеты, там туда-сюда. А так можно без очков. Если человек перед себе поставит, он бросит очки. Вот это вкратце я немножко рассказывал, кое-что в будущем, если кто хочет организовать. Я сейчас везде говорю. Вот 1 миллиардер я написал, что... вот я забыл вам тоже. Самый богатый человек кто? Я в многих местах читаю, друг друга смотрят, у кого деньги больше. Самый большой человек это когда он здоров. Правильно? Когда миллионы у вас деньги, вы не можете ходить, у вас такие проблемы, это не решается. Поэтому я вам всем желаю, значит, мирного неба, свежего хлеба, хорошее здоровье, дружбы. У вас всегда будут хорошие мысли. Без денег можно жить. Я один пример скажу. Вот мой земляк, дальше Мачинский район есть. Я туда поехал, у них денег нету. Собирались старшие люди, председатель совета. Говорят, как будем? У нас, говорят, только надо бартеру. Я говорю, ладно, почитай, у нас 10 рублей будет первым. Так, много привезли картошки, много урюки, так, ну, в смысле, урюк, орехи, все. В общем, 3 тонны я собирал картошку за неделю.
там сколько урюк, это картошки я давал в больницу, но урюк это с собой привез. И многие говорят, зачем нам нужны деньги. Вот сейчас доллар такой проблемы создают. Товарищи, у нас все есть, не нужно переживать, что такое будет. Это просто игра между политиками. Воздух есть, вода есть, движение есть, от голода никто не умирает. Наоборот, от голода вы поправите свое здоровье. Правильно? Да, если есть вопросы, еще несколько минут я могу ответить на ваши вопросы.